Возглавила новую некоммерческую организацию Мактина Джинджоля. Она же является учредителем. Сердце Абхазии будет заниматься тремя основными направлениями – образованием, культурой, социальной поддержкой. В рамках направлений поставлено множество задач, среди которых выбирали 5 основных. Мы хотим стать мостом между государством, обществом, некоммерческими организациями и бизнесом. Также еще, если говорить о второй задачи, мы хотим сразу перейти к слову, к делу. Мы буквально в ближайшие дни запускаем проекты, образовательные курсы, о которых мы расскажем позже. Также Мактина Джинджоля отметила, что сердце Абхазии будет заниматься организацией фестивалей, масштабных мероприятий, различных форумов, концертов, куда люди смогут приходить всей семьей, хорошо проводить время, узнавать для себя что-то новое и интересное. Пятая задача – это быть открытыми и рассказывать о своей деятельности открыто и прозрачно. Мы будем сотрудничать с вами, дорогие представители СМИ, средств массовой информации Абхазии. Мы уже создали страницы в социальных сетях, и пошагово мы будем рассказывать обо всем, что происходит у нас в нашем сердце. У организации уже есть готовые проекты. Курс по ораторскому мастерству «Искусство зажигать словами», представленный Мактиной Джинджоля, и курс «ИИ у тебя в кармане», где слушателей научат пользоваться потенциалом смартфонов на полную мощность, от генерации медиаконтента до автоматизации рутинных задач. Этот проект представляет Екатерина Лиховецкая, заместитель директора фонда «Сердце Абхазии». Я в течение этого курса дам очень много инструментов, и каждый, кто запишется на курс, увидит трансформацию. В первую очередь он сможет сравнить себя с тем, кем он начинал при записи курса, и через 2 месяца он увидит реальную трансформацию. Учитывая ту тенденцию, что мы с вами живем в быстро развивающемся мире технологий, искусственного интеллекта и инженерии, нам необходимо обладать какими-либо знаниями, базовой системой о том, что вообще представляет из себя технологии искусственного интеллекта, почему они нужны в нашей жизни и, в принципе, как с этим жить и пользоваться. Завершением встречи стал анонс рубрики «Мария Зурабовна отвечает», названной в честь племянницы директора. В рамках этого проекта дети от 3 до 10 лет будут рассуждать на общественные и философские темы. Маленькие зрители, превратившись в участников рубрики, внимательно слушали вопрос и отвечали на сцене без подготовки. Какое самое часто повторяемое слово ваших мам? Иди кушать. Иди кушать, значит, мама вкусно готовит. Да, конечно, Данишка. Чтоб купаться. Купаться, это очень важно. Давайте поддержим деток. Такая инициатива призвана добавить деятельности организации человечности и напомнить, что за всеми проектами «Сердца Абхазии» стоят интересы будущих поколений. Айлита Арутюнян, Шазина Ханагу, Аджамбул Чхапилия, Абхазское телевидение.